О сохранении и развитии остинского языка и национальной культуры говорили на заседании комиссии. Его провел глава республики Вячеслав Битаров. В прошлом году в Северной Осетии прошла ежегодная школа молодых ученых. Ее участниками стали более 200 человек. В этом году из-за эпидобстановки школу перенесли на сентябрь. Чтобы создать банк данных остинской традиционной культуры, в районах организовали экспедиции с фото и видеосъемкой. В банк внесли информацию и о праздниках, и обрядах. Продолжается работа и по полилингвальной системе. Уже определен список дошкольных образовательных учреждений, которые будут работать по этой системе. Вячеслав Битаров подчеркнул, что вопрос развития остинского языка для республики очень важен. Программа в этом году подходит к концу. Глава поручил членам комиссии подготовить план новой программы. Она станет продолжением предыдущей. Хорж Каттак шарышта маскамиш арышт кайрсудивы фалелба хушенкал самайзы пайдавалы. Витахайма никаманай валдайхаттай зурун никаманкал. Невжа грох красава на культурах байрохканам. Водна чинов фастани яхима. Садам хатна фастани шахил. В рамках госпрограммы «Национально-культурное развитие остинского народа» в республике выявили 12 объектов культурного наследия. Все они под государственной охраной. Говорили и о фамильных башнях. Большая часть из них нуждается в реконструкции. Желающих восстановить башни, по словам руководителя профильного комитета Эмилии Агаевой, много. Только в этом году в комитет поступило 66 обращений. Проведены на безвозмездной основе 7 государственных историко-культурных экспертиз выявленных объектов культурного наследия с целью обоснования целесообразности их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации.